Ситуацию с кризисным центром для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обсудили на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны. Кризисный центр для детей сегодня испытывает трудности с финансированием. Истекает срок аренды помещения. Какие варианты решения проблемы обсуждали на встрече и каковы ее итоги? Побеседуем с Камой Гопи, руководителем кризисного центра. И должен быть на связи у нас Нарсоу Салакай. Сейчас мы пытаемся с ним связаться. Это депутат парламента, член комитета по социальной политике. Здравствуйте, Кама. Добрый день. Нарсоу пока не на связи, но мы будем надеяться, что скоро присоединится к нашей беседе. Итак, расскажите, пожалуйста, о ситуации на данный момент и о том, как возникла необходимость обратиться к парламенту, с кем вы контактировали, как в парламенте восприняли вот эту вашу проблему. Спасибо за приглашение. Нам сейчас очень важно информационно рассказать всем о том, вообще, чем занимается кризисный центр и на какой стадии мы находимся сейчас. Кризисный центр семейного типа для детей открылся в апреле 2024 года. Ну вот практически прошел год, 1 апреля мы открыли свои двери. И на протяжении всего этого времени, до открытия кризисного центра и вот в период его работы, мы обращались к чиновникам, к тем людям, которые имеют, в принципе, отношение к сфере защиты детей, о том, чтобы они поддерживали кризисный центр всесторонне, о том, чтобы вопросы кризисного центра решались, и в том числе остро стоял вопрос статуса кризисного центра и, соответственно, финансирования кризисного центра. Вот. И, как я уже сказала, мы весь этот год ходили к министру социального обеспечения, встречались пару раз с депутатами различными, с главами района, в общем, со всеми, кто мог бы нам помочь и кто должен быть заинтересован в нашей работе, скажем так. Вот. Как сказать, если мы дошли до сегодняшней ситуации, что у нас заканчивается финансирование, и мы до сих пор не знаем, что мы будем делать дальше, значит, все эти переговоры прошли, не скажу неуспешно, но не привели к какому-то логическому завершению. Так вот, если говорить в общем, то в 8 апреля этого года мы должны покинуть наш дом, так как по договоренности мы занимали его на этот период, на год мы договаривались. И, соответственно, финансирование международной организации, финансовая поддержка заканчивается в мае. Хотя, в принципе, она уже должна была закончиться в феврале, но они понимали нашу проблему и как могли нас поддерживали и протянули еще на какой-то период, но май это уже окончательно, то есть финансирование кризисного центра со стороны международных организаций в мае оно точно заканчивается. И, соответственно, в мае, получается, мы не сможем дальше существовать, если нас не поддержит наше государство, к чему мы шли все это время. Вот. И когда мы поняли, что вот мы уже дошли до той стадии, когда, все, мы не знаем, что мы будем делать завтра, мы вновь стали ходить к тем людям, которые должны нас поддерживать, как мы считаем, именно вот этот термин употребляют, должны. Так получилось, что нам удалось организовать встречу с заместителем, насколько я понимаю, Рашида Заретовны, она депутат парламента. И когда мы объяснили нашу проблему, договорились, что будет заседание парламента, депутатов, и будем решать, что делать все вместе. Соответственно, получается, что на следующий день сразу все смогли собраться. Это те люди, которые нас в том числе поддерживают. Присутствовал Руслан Таифович Аджба, министр соцобеспечения, Мактина Джинджоля, уполномоченная, представители кризисного центра присутствовали, депутаты, соответственно, были, и также представитель Министерства внутренних дел Алина Витальевна Худякова. И вот мы все вместе решали, как нам дальше быть.
Мгм. Ну, как проходило обсуждение, какие аргументы звучали, какие опасения, может быть, высказывались, какие возможности проговаривались, может быть, расскажите нам. Ну, если коротко, то, ну, скажем так, оппонентом выступал Руслан Таифович Аджба, и он говорил о том, что кризисный центр, ну вот он зачитывал семейный кодекс и говорил о том, что кризисный центр семейного типа не имеет права выявлять детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, не имеет права определять детей к себе. Да, действительно, он прав, и мы знаем, как нужно, как положено по закону, и всех детей к нам определяли органы опеки, попечительства, либо другие уполномоченные, скажем так, люди. Ну, была ситуация, когда Мактина Утарьевна, как уполномоченная, определяла к нам детей, а во всех других случаях это именно представители органов опеки и попечительства определяли к нам детей, определяли, на какой срок они к нам определяются. Вот, ну, соответственно, мы как бы ему ответили, да, как это все происходит. Затем с его стороны были такие вот, ну, замечания технического характера к нам. Потом он говорил о том, что с 2019 года Министерство соцобеспечения занимается созданием кризисного центра, там нормативно-правовая база, там устав, бюджет, и, ну вот, в общем, готовятся они к открытию кризисного центра с 2019 года, почти 6 лет. На самом деле мы считаем, что это очень много, вот, но сейчас не будем об этом, наверное, говорить. Ну, у нас получилось сделать силами частично государства и международной организации, и поэтому мы ставим такую задачу перед нашим государством, чтобы наш кризисный центр стал государственным. Мы ни в коем случае говорили об этом с самого начала. Мы не хотим, чтобы кризисный центр был там частным, моим или чьим-то еще, чтобы его поддерживала только исключительно международные организации. Мы как раз хотели, чтобы он был государственным, на государственном обеспечении, чтобы статус наш был государственным, потому что, ну, вот в связи с этим тоже возникают определенные сложности. Ну, не знаю, на самом деле все понимают, что кризисный центр нужен, что он есть необходимость в его работе, мы в помощь всем структурам, но как-то действий каких-то мы не заметили. Ну вот вы как раз рассказывали о том, что вы предполагали, что закончится финансирование, и уже обращались в разные структуры. Вот в период, когда вы уже задумывали сам проект, и он уже работал, я так понимаю, потом была пауза, и потом уже вы вновь обратились, так я понимаю? Нет, мы с самого первого дня, когда у нас возникла даже идея, что мы можем попробовать там подать проект, там был грантовый конкурс от международных организаций. Вот самая первая мысль наша была, что какая, конечно, наша цель, да, помимо того, что мы там детям будем помогать. Мы хотим, чтобы кризисный центр был государственным. Ну, как бы, мне кажется, этим все понятно, что там государственное обеспечение, статус, ну и все прочее, взаимодействие межведомственное, чтобы было налажено. И когда мы пришли к Александру Золотинсковичу Анкваб, тогда он был премьер-министром, мы ему это все озвучили, он нас понял, он нас услышал, поддержал, и, собственно, с его одобрения, скажем так, мы стали действовать дальше. То есть вот все-таки написали этот проект, выиграли грант и начали работать. То есть с самого начала всем и всегда мы говорили, что мы хотим иметь такой статус, что у нас ограниченный срок финансирования. То есть это не так, что вот мы вчера вдруг очнулись, ой, у нас деньги заканчиваются, там аренду, там надо дом освободить завтра. Мы с самого начала об этом говорили всем. Поэтому
обвинять нас в том, что мы сейчас очнулись, это вот точно несправедливо. Нет, просто мне интересно было... Это не к вам, это к другим комментирующим. Да, просто интересно, действительно, когда что-то задумывается, люди рассчитывают на продолжение. Значит, они должны в перспективе рассчитывать, понимать, что и откуда будет им приходить для того, чтобы центр работал. Мы это прекрасно понимали и всем об этом говорили. Ну, что касается непосредственно еще вот этой встречи, там были депутаты парламента. Я так полагаю, что много зависит от них, да, не только вот от, скажем так, от исполнительной власти, да. Что в итоге они вам сказали? Я почему к вам обращаюсь? Потому что, вот, к сожалению, Салакая, наш депутат, он, пишут мои коллеги, что не сможет участвовать в нашей беседе. Очень жаль, но я думаю, что мы попозже поговорим или с ним, или с той же Рашидой Айба по поводу вот этой встречи, чтобы понять, что они думают конкретно об этом, но что было проговорено, скажем так? Ну, с их стороны были вопросы, потому что они, я так понимаю, некоторые моменты не до конца понимали для себя. И когда они услышали ответы и от министра соцобеспечения, и от нас, им стало понятно, в общем, как действовать дальше, я так думаю. Вот. Ну, конечно, они нас поддержали, по крайней мере, вот так вот. Они поняли, чем мы занимаемся, и, конечно, они сказали, что они готовы нас поддержать, но на своем уровне. На следующий день или через день, если не ошибаюсь, Рашида Азаретовна с Баталом Джопуа вместе со своей помощницей посетили кризисный центр. Они были, познакомились с нашими детьми, мы рассказали о работе кризисного центра, там, о тонкостях, да, нюансах. Вот. И вообще вот в тот день, в день заседания было принято, что, конечно, без поддержки президента нам в любом случае не обойтись, потому что сейчас вписаться в бюджет у нас не получится, искать какие-то вот возможности не представляется возможным, за исключением вот поддержки напрямую от президента. Поэтому решили, что мы пойдем к президенту после инаугурации, поэтому... Надеемся, что Бадр Зурабович как-то тоже сможет нас услышать, поддержать. Я думаю, что он знает вот эти все моменты, тонкости. Вот, надеемся на его поддержку. Какие-то сроки примерно были обозначены вот этого визита, этой встречи? Да, визит мы запланировали после инаугурации, поэтому вот... Ну, после инаугурации целый год можно планировать. Да, в смысле после вот самой церемонии, ну, наверное, вот на следующей неделе, скорее всего, так, потому что, ну, у нас тоже срок ограничен, то есть 8 числа нам надо понимать, что нам делать, да. До 8 числа, но после 1, скажем так. Понятно. Ну, сейчас, насколько вот мне Рашида Айба, мы предварительно говорили, вот, к сожалению, заняты наши депутаты, не смогли участвовать. Она говорила о том, что они, да, посетили, и 8 человек сейчас в центре. Да, сейчас 8 детей у нас. 8 детей. Расскажите, пожалуйста, вот вы сказали, чтобы знали о деятельности вот кризисного центра, напомнить, что происходит, в каких ситуациях дети туда попадают, как долго они там находятся, ну и вообще какую помощь и поддержку там они могут получить. Чтобы понять то, ради чего, да? Ну да. То, ради чего, да, все ради детей. Но смотрите, как мы говорили, как я говорила ранее, всех детей к нам определяют органы опеки и попечительства. Это дети, которые оказались, если образно говорить, в сложной жизненной ситуации. К сожалению, не могу как-то вот раскрывать эту сложную жизненную ситуацию. У всех она бывает разная, и не всегда можно о ней говорить. Когда родители не следят за детьми как нужно, да, когда родители злоупотребляют наркотиками, алкоголем, когда дети остаются без опеки взрослого человека, и вообще, когда ребенок находится в ситуации, когда его жизнь в опасности, тогда органы опеки и попечительства принимают решение, что лучше для ребенка.
находиться в доме, где для него не очень хорошая обстановка, или же его нужно определять в кризисный центр, либо в патронатную семью, это другая форма альтернативного устройства. На какой срок определяются дети, это тоже все индивидуально, все зависит от ситуации в семье, от ситуации со самим ребенком, но по нашему положению и вообще по мировой практике самый такой долгий срок — это полгода, желательно. Но если за полгода ситуация в семье не улучшается, то этот срок может быть продлен. Собственно, сейчас у нас есть дети, которые у нас год находятся. Это только потому, что ситуация в семье не решилась, и никаких пока перспектив для самих детей тоже нет. Вот. А так ребенок может на день, на 2 часа к нам попасть. Ну вот разные бывают ситуации на самом деле, и так и сяк было. Вот. По поводу того, чем мы занимаемся с детьми, ну, сложно сказать вот так вот одной формулировкой. Мы живем, просто живем жизнь с этими детьми, с ними гуляем, с ними ходим на занятия, провожаем их в сад, провожаем их в школу, в доме, общаемся с ними, обедаем, не знаю, ну вот. Но там есть педагоги, психологи. Там есть да? педагоги, у нас на смене всегда 2 педагога, которые сменяют друг друга, у нас 3 смены получается. Естественно, не остаются с ночевкой. Это посменная работа. Есть психологи, которые работают в центре и к которым дети тоже ходят в Они другие... получают зарплату? Да, конечно. И педагоги, и психологи, все у нас получают зарплату. У нас приходят каждый день и готовят нам вкусную еду. Вот. Ну, дети просто живут в нашем доме. Вот у нас такие же, скажем так, возникают вопросы с тем, чтобы у ребенка день рождения, нужно собрать его друзей, там, отметить день рождения. Я нахожусь во всех садиковских школьных группах, где родители общаются, там, не знаю, обсуждают утренники, выпускные или еще что-то. Также ходим на родительские собрания. Ну вот все так же, как в обычной семье. Кама, вот просто интересно, сколько вот финансирования, насколько оно должно быть рассчитано, какой бюджет должен быть вот этого кризисного центра? Вы знаете, это вопрос, который нам задают, но нам сложно, вы, наверное, очень сложно просчитывать именно конкретно на ребенка. Вот сколько вам обходится один ребенок, я не могу сегодня сказать, потому что, ну как сказать, во-первых, разные бывают, как случаи, сказать, потребности у ребенка. То есть одно дело, когда мы стабильно знаем, что там у нас зарплата, там аренда, там, не знаю, питание и все такое, да, это как бы еще можно просчитать. А когда у ребенка возникают какие-то там проблемы со здоровьем, может быть, нам надо 20 тысяч потратить, может быть, 500 рублей на лекарства, ну там, понятно, прием в больнице, он бесплатный, но какие-то дополнительные обследования очень дорого обходятся. Сейчас нам детей нужно в Сочи вывозить к неврологу. То есть здесь может быть и 30, и 50, и 100 тысяч ребенку нужно там зуб вылечить под наркозом, это 150 тысяч. А потом дети наши ходят на занятия. Один ребенок может ходить на 2 занятия, а другой ребенок может ходить на 5 каких-то дополнительных занятий. Где-то бесплатно договариваемся, где-то оплачиваем, где-то покупаем какие-то это вещи понятно, но тем не необходимые. менее у вас же есть какое-то представление, потому что у вас было финансирование, ну, как бы пока еще по есть. Финансированию мы потратили, ну вот по бюджету, который мы расписали на следующий год, у нас выходило 13 миллионов в год. Это с учетом, что мы платим вот эту аренду. С учетом аренды. Да. Но там заложена покупка одежды, все вот эти вот расходы, 13 миллионов в год. Если разделить на месяц, ну вот где-то миллион 100, 1 200 получается. С расчетом, если будет 10 детей. Ну, в общей сложности сколько детишек было? у вас 27 там побывало? детей за все это время были определены к нам в центр. 27. 27.
Мгм. Скажите, а их вот состояние, да, психологическое, оно, понятно, что, наверное, не одинаково, у всех, наверное, по-разному, Да. но вот как потом происходит вот это привыкание вот к этой новой жизни? Ну, и понятно, что новая жизнь это условно, да, на какой-то период. Мгм. Вы имеете в виду у детей или в общем? Да, у детей, да, в Ну, общем. по-разному. Некоторые дети могут, ну, как сказать, сопротивляться вначале, бояться именно вот определения в центр. Особенно это касается детей подросткового возраста, да, когда они знают, что их собирают из семьи, определяют в какой-то там центр, в их понятии приют детский. Вот. Они думают, что у них там будет ограниченность в плане свободы какая-то. Но когда они к нам поступают, и они видят отношение педагогов, то, какой у них график, да, режим дня, они больше раскрываются и положительно, в общем-то, смотрят на всю ситуацию. Ну, за исключением того, что есть дети, которые просто скучают по своей семье, а так некоторые дети даже как будто бы стремятся к нам попасть. Бывали такие ситуации, что... Наверное, можно их понять. Да, потому что, у нас хорошо для детей, поэтому безопасно. Какой самый длительный срок пребывания был в вашем кризисном центре вот ребенка? до сих пор у нас дети есть, которые, получается, год у нас. То есть со времени открытия? Да. И пока непонятно, может быть, они еще у нас будут, к сожалению. Угу. Наша задача, чтобы каждый ребенок находился в семье. Мы не ставим перед собой задачу разлучить детей от родителей, нарушить какие-то семейные ценности. Мы наоборот, все за сохранение семьи. И если есть ситуации, когда можно что-то исправить, мы вот стараемся исправить. Мы даже наоборот вот иногда до последнего тянем, чтобы каких-то радикальных решений не принимать, что вот там ограничиваем права детей там в другую семью. Всегда даем шанс, получается, родителям улучшить жизнь свою и для своих детей. Вот, кстати, после того, как ребенок попадает в кризисный центр, его семья как-то активизируется там в поисках или незаметно это для них проходит? А в поисках чего? В поисках ребенка, там вернуть его, какие-то вот... Да, конечно. Во-первых, родители всегда знают, кто забрал, куда забрал и по какой причине это произошло. И да, родители бывают, некоторые бывало негативно очень воспринимали, там с адвокатами приезжали, но когда они понимали, что мы это делаем не против них, а ради детей, ради семьи, хотя вот там у определенных семей были свои сложности, да, то они как-то вот по-другому к нам начинают относиться, и наоборот, даже в некоторых случаях я говорю, всем все удобно, дети в безопасности, они сытые, им тепло, родители как будто бы чуть-чуть расслабляются, но мы не даем им расслабляться на самом деле. Вот, поэтому, да, бывают случаи, когда мы против того, чтобы родители виделись с детьми, то есть запрещаются посещения. Это если вредит психике ребенка, тогда вот запреты такие. Насколько безопасность пребывания детей, там каких-то от внешних каких-то, скажем так, сил, да, обеспечивается у вас? Ну, смотрите, на самом деле были рекомендации от Министерства внутренних дел после определенных событий в нашем центре, там, чтобы у нас охранник был, медсестра была в штате, но мы не просто так придумали, во-первых, мы не придумали, а применили к себе мировую практику именно в такого формата кризисного центра. У нас нет охранника, и он не должен у нас быть. Но мы, конечно, защищаемся. У нас есть кнопка от вневедомственной охраны, которая молниеносно, скажем так, реагирует. У нас есть камеры слежения, установлены в центре и внутри, и снаружи.
кнопка, наши педагоги всегда на чеку, мы все всегда на чеку, поэтому, ну, в общем-то, нам безопасно, пока извне не было ничего такого, что, ну, вот как-то вот нам стало страшно вдруг, и кто-то пострадал, скажем так. Как прошло общение депутатов и детей, их вашего коллектива? Ну, очень эмоционально, да? Ну, по крайней мере, я могу так судить. Да, Рашида Азаретовна была тронута. Ну, естественно, невозможно как-то вот не отреагировать, скажем так, на то, кто у нас в центре, что происходит. Ну да, почти плакали, скажем так. Спасибо. Я надеюсь, что мы продолжим уже этот разговор, когда проблема будет решена. Да. Надеюсь, здесь будут и депутаты, может, и представители Собеса нашего. Я благодарю вас за интервью и напомню, что о том, как помочь кризисному центру для детей, который испытывает финансовые трудности, и каковы итоги заседания парламентского комитета по социальной политике, где обсуждалась эта тема, мы говорили с руководителем центра Камой Гопия. Спасибо большое. Спасибо. Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно.